Сегодня организаторы мультифестиваля «Ибица» рассказали о том, как в этом году будет проходить фестиваль и какие сюрпризы ждут гостей праздника. Ожидается, что в этом году за 2 дня на фестивале побывает около 40 тысяч человек, по 20 тысяч человек ежедневно. Часть из них останется в палаточном лагере. Об условиях размещения, бытовых вопросах и безопасности поговорим с комендантом этого самого лагеря мультифестиваля «Ибица-2012» Сергеем Семяшкиным. Сергей, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, все-таки на какое количество будет рассчитан палаточный городок, скольких вы готовы принять? Та поляна, которая отведена под палаточный лагерь, по своей площади способна разместить до 600 человек. 600 человек, но это не 600 палаток, правильно? Нет, да, это 600 человек. Угу. Это будет платная зона, это будет бесплатная зона. Как можно будет туда попасть? Со своими палатками? Или же можно будет прямо там на месте что-то вот взять в аренду? Попасть туда можно будет в различных вариантах. Если кто-то будет готов изначально, запланировал ночевку и приехать туда со своим снаряжением, значит, будут размещены. Также те, у кого нет в наличии, но хочет переночевать, либо это, как бы сказать, захотят в процессе праздника остаться. Вот. Для них будет предоставлена тоже услуга по прокату снаряжения и инвентаря. Все бесплатно, скажем так, проживание на территории этого палаточного лагеря бесплатно. Если количество людей превысит вот эти пресловутые 600, есть ли возможность разместить людей где-то еще? Нами предварительно с парком, опять же, определена территория, куда будут люди отправляться дальнейшие, ну, когда полено перенасытится. Вот. Но будем надеяться, что не будет этого. Нам, по крайней мере, будет тяжело это. Хотелось бы вернуться к той части, где будет организован именно прокат. Что там будет и сколько вообще будет примерно стоить по деньгам, чтобы запланировать можно было? В прокате будут предоставлены основные вещи. Это спальник, палатка, туристический коврик. По цене спальный мешок от 250 рублей и выше. Коврик туристический по цене 100 рублей. Это все цены на весь праздник. То есть единожды заплатили, и весь праздник они... На прокат, на аренду. Да. Не посуточно, не часовая эта оплата, а на весь праздник. Это вне зависимости от взрослый человек, ребенок, неважно. Да. Это единая сумма. Да, это единая сумма. А палатка? А палатка человека места от 200 до 250 рублей. То есть, грубо говоря, если палатка на 3 человека, то 600 рублей нужно заплатить. Да. Максимальная палатка есть там на 10 человек большая? Есть. Будут установлены 2 чума, совершенно новые, специально купленные к этому фестивалю. Вот они на 10 человек. Будут установлены шатровые палатки в количестве 5 штук, тоже там для больших компаний. Вот. Также они на 10 человек. Будут также палатки на 5, на 6, самые-самые разные. Напомню, что телефон в студии 51 67 67. Если есть вопросы, звоните, постараемся ответить. Пока что отвечать Сергей будет на наши вопросы. Бытовые проблемы. Все-таки человек немало собирается. Как будут решаться вот эти вопросы? Значит, парк нам обеспечивает весь кемпинговый лагерь дровами на все время проведения праздника. Будет регулярно подвозиться вода, будет своя полевая кухня. Единственное, что на ней мы не будем готовить, а будет согреваться, кипятиться вода. Также для бытовых нужд. То есть оттуда можно будет взять. Она будет находиться на нашей территории. Вот. Дрова, вода – это парк, а все остальные услуги предоставим мы уже, непосредственно организаторы палаточного лагеря. Вот. Будут приготовлены костровые места. То есть будет определенное место, где можно будет пожечь костер? Да. То есть на территории этого лагеря нужно будет жить по правилам, которые мы установим. Да. То есть нельзя будет разжечь костер возле своей палатки, внутри городка. Вообще городок будет устроен таким образом, что там будут улицы, площади, и все это все в виде палаток. Наверное, сверху будет интересно смотреть и красиво. Вот. Будут отведены специальные площади для выступлений групп. Как раз те самые гости, которые хотели приехать. Да. Потом... Они там хотели какую-то этнодеревню свою сделать. У них будет своя деревня тоже находиться на территории нашего лагеря. И все это мероприятие будет,
пока Задумки. моему субъективному мнению, что будет смотреться не хуже, а может быть и лучше, чем там на территории фестиваля само. Красочное действие. То есть будут установлены определенные правила поведения. Да. А что будет с теми, кто эти правила соблюдать не будет? Все зависит от степени нарушения. Нарушения бывают мелкие, бывают грубые. Вот. Для грубых нарушений у нас есть милиция, которая Так. будет разбираться, а с мелкими нарушениями, я думаю, мы разберемся сами. Ну, люди будут заранее предупреждены об этом. Конечно, все правила поведения в кемпинге, в нашем лагере, будут Прописаны, где-то прописаны, показаны, вывешены чтобы на не доске было потом объявлений. недоразумений. Да. Сколько будет людей охранять, вернее, нести службу в вашем, вот, получается, лагере? Обслуживать, да. В нашей оргбригаде, скажем так, будут инструктора, организаторы, которые помогут установить палатки, если кто-то не умеет. Это, опять же, все касается людей, которые берут у нас в прокат. Вот. И это 10 человек. Сразу вопрос возникает. Количество 10 человек достаточно на обслуживание такого большого количества людей? Да, так как мы будем решать общие вопросы, а не индивидуально. Будете подходить, в Скажем, общем, общо, что называется, без частностей. Да. По поводу, что брать с собой, какие советы можете дать? Так. Сапоги там, не знаю. Во-первых, надо посмотреть прогноз погоды, тогда станет яснее, что с собой брать. На данный момент пока вот предварительный прогноз, который это 23 солнце, 24 дождик небольшой. Вот. Те, кто собираются оставаться на ночь, обязательно теплые вещи. Вообще все, кто хотят приехать туда, обязательно антикомарин, чтобы Не кормить тамошних насекомых. Не кормить и не расстраивать себя, не проклинать. Хотя в нашем лагере можно будет и Приобрести тоже, приобрести, да. Если кто-то забыл или у кого-то закончилось. А аптечка будет у вас? Да, аптечка будет. Там... Не одна, наверное. Да. Нет, почему? Будет одна, я думаю, туда не приедут больные люди. А просто если произойдут если какие-то вдруг, несчастные случаи, связанные с питанием, связанные там, я не знаю, У с костра. рубкой топора, ожоги там и так далее, и так далее. Мы все это предвидим, что произойдет, и им будет оказана помощь. Бесплатно. Это Это хорошо, хорошо. что У меня бесплатно. еще такой вопрос. А чем будут они развлекаться? Ну, понятно, приехали, поставили палатку, там сходили, посмотрели концерт, пришли, отдохнули. Возможно, что-то еще захочется поделать. Какие-то условия Да. будут там? Да, на территории кемпинга будут в прокат, во-первых, будет музыка, у нас своя музыка будет, вот. Но опять же так, чтобы мы не мешали основному фестивалю. В прокат будут выдаваться бадминтонные ракетки, волейбольные мячи, сачки для ловли бабочек или друг друга. Все это красочное, красивое, и я думаю, людям вообще будет приятно там находиться. Можем привезти шашки, шахматы, все, что хотите. Начнется фестиваль что-то около часу дня. Занимать места во сколько можно будет в этом кемпинге? Заранее бронировать как-то вот Кстати, можно ли забронировать место вообще? Забронировать можно, да. с помощью чего? По телефону. Кстати, номер телефона попросим сейчас режиссеров как раз-таки продемонстрировать на наших экранах. Мы чуть-чуть продолжим эту тему после того, как я объявлю. У нас тоже работает телефон прямого эфира. Звоните, если у вас есть вопросы. Телефон можно будет как раз-таки по этому телефону, по межгороду или же с городского забронировать место. Да. Чем быстрее, тем ближе к красной линии или как? Я вот скажу так, что пункт проката будет рассчитан именно по основному прокату, то есть палатка место, спальный мешок, коврик, ориентировочно на 120 человек. Так, еще вопросы. По поводу детей все-таки меня интересует. Дети могут ли оставаться на ночь, дети? И кто, если можно, кто за ними будет следить? Потому что 10 человек как-то... Понятно. Тут на территории парка действуют те же законы Российской Федерации, и без взрослых до 22 часов, после 22 часов ребенок уже не может находиться. Он должен Либо будет же в уехать. сопровождении Либо в взрослых. сопровождении А дети, взрослого. это какой возраст? До 18 лет. До 18 лет. То есть Да. там будет проверяться паспорт, Конечно. все как и положено. Конечно, да. получается. Кстати, паспорт, наверное, пригодится и тогда, если вы захотите взять что-либо в аренду, я так понимаю. Да, весь пункт проката будет работать либо на условии предоставления документа, удостоверяющего личность, это паспорт, водительские права или что-то еще, вот, либо за сумму равную стоимости
То есть предметы, можно деньги которые они оставить в дают. залог, а потом при Да-да-да. сдаче уже получить. Да-да-да. Если вдруг будет поврежден инвентарь. Ну, все, что угодно Да, потому может что люди случиться. Понимаем, Веселятся что люди. да, может По-русски произойти так. там все, что угодно. И поэтому, если ущерб будет незначительный, оплата будет в размере нанесенного ущерба. А если ущерб будет для этого снаряжения, вида снаряжения непоправимый, значит всю сумму с этими условиями все будут ознакомлены, получающие люди в прокат, с правилами поведения. На территории кемпинга действует главное правило этого фестиваля. Какое? Запрет на распитие алкогольных напитков, как и на всем фестивале. Вот. И мы надеемся, что все будет нормально и в пределах. И наша работа им понравится, и наши гости нам понравятся. Когда открывается кемпинг, прости, мы уже выяснили, можно будет заказывать даже заранее, а когда он будет закрываться? То есть люди спят ночью, их с утра выгоняют, мол, все, давайте счастливо. Нет, их никто выгонять не будет. Или прям до последнего человека. Лагерь будет работать, если будут еще оставаться наши клиенты, до последнего автобуса с Ибицы 24 числа. Следующего дня. Да, Это 24 получается июня. там до позднего вечера практически. Да. Ну, почти до 12 ночи. Плата дополнительно за этого не будет Нет. взиматься. То есть Нет. они как взяли там предыдущий день, там, с утреца, там, получается, Получается почти 2 ночи. Почему? Одна ночь. Одна ночь? Одна ночь и 2 дня. 2 дня. И 2 дня. И 2 дня. Вопрос такой. Вот подобный вариант размещения, вообще палаточный городок у нас впервые вообще в республике такое делается? Может быть, у вас есть какие-то данные? У нас регулярно проводятся различные соревнования по туризму. Это же тоже большие кемпинговые лагеря. Их обустройство, там нужны комендантские службы и так далее, так далее. То есть там нужно отрабатывать также этот самый быт. И они, в принципе, существуют. Но настолько больших, как сейчас ожидается, конечно, я думаю, еще не было. А где вообще будет ли этот опыт учтен при других мероприятиях? Да. Следующее наше мероприятие, где мы хотим организовать также кемпинговые лагеря, это праздник Лут 6 июля в селе Ижма и 12 июля Уссыльмская горка и Петровщина в Уссыльме. Там также будут организованы подобные кемпинговые лагеря. Во всех этих деревнях и селах очень сложно с размещением. Например, Да. связывались с администрацией Ижемского района, нам просто сказали, у нас гостиница на 25 человек. Да, но есть там еще один гостевой дом, но они, к сожалению, не могут разместить всех. Да, всех желающих. И поэтому вот мы сейчас выходим на контакты с администрациями районов, так они очень рады. Это очень хороший выход, между прочим. И вернемся все-таки к Ибице. По поводу пищи хотелось бы поговорить. Можно будет готовить самостоятельно, да? Что для этого будет? Какие-то приспособления, примусы, и на открытом огне готовить? Будут оборудованы специальные костровые места, где они готовят, должны будут готовить пищу. И также будет предоставлена полевая кухня, где можно набрать кипяченой воды. Условно говоря, сделать чай, там, я не знаю, лапшу быстрого приготовления, просто там что-то организовать. А если люди приезжают там, со своими там, заготовками, шашлыками, там, в конце концов, потому что на природе, какие-то места для приготовления будут заготовлены? Или надо с собой все, мангал все с собой вести? Мангалы, уголь, шампуры или шампура, я не знаю, как правильно сказать, прошу прощения, мы сможем предоставить. То есть можно будет взять. Единственное, чего мы не сможем предоставить, это мясо, которое они будут готовить. И я знаю, что на территории оно продаваться не будет. Поэтому, если есть желание, просто берите С собой? с собой мясо, а остальное все дадим. Дрова заготовили? Сколько У кубов нас дров? есть уголь. Все есть, да? Всё Очень есть. хорошо. Ну что ж, Сергей, вам большое спасибо за то, что были с нами. Давайте еще раз напомню телефон, по которому можно забронировать заранее места. 29. 29 6 55 6. Все, очень просто. Ну и, надеюсь, еще встретимся, поговорим потом о том, как это все прошло. На Ибице. Да. На Ибице встретимся и как раз-таки оценим масштаб и качество работы. Спасибо вам большое.